Амангельды Иманов, казахский народный герой, руководитель национально-освободительного восстания 1916 года в Тургайской области. В октябре 1917 январе 18 активно участвовал в установлении советской власти в Тургае и в Тургайской области и был военным комиссаром Тургайского уезда. В ноябре 1918 года отряд под руководством Амангельды Иманова и Алиби Джангильдина освободил от белогвардейцев город Тургай. Памятник установлен в 1986 году на пересечении улиц Амангельды и Баймагамбетова. Беймбет Майлин, писатель, драматург, один из основоположников казахской литературы, родился в 1894 году в Тарановском районе. Весомый вклад внес Беймбет Майлин в развитие прозы, в особенности рассказа, разработку и развитие различных жанров драматургии. Принял активное участие в деле организации Союза писателей Казахстана. В 1937 году Майлин был репрессирован, а в 1958 реабилитирован. Монумент покорителям Целины. В октябре 1973 года на торжественном митинге в честь 20-летия освоения целинных и залежных земель было принято решение увековечить подвиг первоцелинников в городе Кустаная. В октябре 1984 года монумент покорителям целинных земель торжественно открыли с участием партийных, советских работников, передовиков производства, комсомольцев и первоцелинников. 10 декабря 1984 года решением горосполкома Кустаная монумент был принят на государственную охрану как памятник истории и архитектуры. В 1968 году в Парке Победы был торжественно открыт памятник-мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны. В этот же день был зажжен вечный огонь. В 1975 году мемориал реконструировали, добавлены плиты с именами погибших на фронте жителей Кустаная. В 2014 году проведены ремонтные работы по замене гранитных облицовочных плит факела вечного огня. Обновлена брусчатка на площади перед мемориалом. На стене памяти добавлены новые имена героев. Выдающийся казахский педагог-просветитель Ибрай Алтынсарин родился в родовой усадьбе Ара-Карагайской волости Николаевского уезда, ныне Алтынсаринский район Кустанайской области. Ибрай Алтынсарин скончался 17 июля 1889 года и был похоронен недалеко от своего дома на берегу реки Тобол, рядом с могилой отца. Перед смертью Алтынсарину было присвоено звание статского советника. Ахмет Байтурсынов, духовный лидер нации, выдающийся просветитель, ученый-тюрколог, лингвист, реформатор орфографии казахского языка, создатель первых казахских учебников, поэт, публицист, основатель первой общенациональной газеты «Казах», родился в 1873 году в урочище Сактюбек, Тусунской волости Тургайского уезда, ныне Жангильдинский район Кустанайской области. В 1937 году расстрелян, а в 1988 Верховный суд Казахстана реабилитировал Ахмета Байтурсынова. В 2000 году в городе Кустаная торжественно с участием президента Республики Казахстан был открыт памятник Ахмету Байтурсынову. Историко-революционный памятник напоминает нам об одной из самых трагических страниц истории края – жестоком подавлении Кустанайского крестьянского восстания. В результате кровавой бойни в Кустанае было убито 10 или 11 тысяч человек, 7 тысяч человек похоронены в одной могиле. Братская могила героев гражданской войны представляла собой две земляные насыпи. В 2008 году при благоустройстве территории Парка Победы холмы братских могил разровняли. На этом месте разбили цветники и выложена тротуарная плитка. В память о событии установлена стелла. В начале 90-х годов в Парке Победы у братских могил повстанцев, казненных в 1919 году, был установлен памятник кустанайцам, погибшим в годы гражданской войны. В 1998 году из-за невозможности обеспечить должную охрану памятник был перенесен к стене расстрела, что находится во внутреннем дворе Кустанайского областного историко-краеведческого музея. Историко-революционный памятник «Стена расстрела» свидетельствует об одной из самых трагичных страниц истории края – жестоком подавлении Кустанайского крестьянского восстания.
В 2009 году проведена реконструкция двора и создан исторический сквер как часть территории музея под открытым небом Кустанайского областного историко-краеведческого музея. Дважды Герой Советского Союза, военный летчик Иван Фомич Павлов родился в 1922 году в селе Борис-Романовка Кустанайской области. На могиле Ивана Павлова в Парке Победы города Кустаная установлен памятник. Его именем названа улица города. В 1951 году на площади Победы, ныне площадь у здания городского акимата, установлен бронзовый бюст героя. Имя летчика присвоено школе в его родном селе Борис-Романовка. На этой же площади у здания городского акимата установлен бронзовый бюст дважды Герою Советского Союза Леониду Игнатьевичу Беда, который родился в 1920 году в селе Новопокровка Ленинского района, ныне Узынкольский, Кустанайской области. Молодой летчик был награжден орденом Красная Звезда, дважды орденом Красное Знамя, медалями Золотая Звезда. Кустанайцы свято чтят память о своем прославленном земляке. Герой Советского Союза Илья Яковлевич Сьянов родился в 1905 году в селе Семиозерное Кустанайского уезда. Службу начинал в 151-й отдельной стрелковой бригаде, сформированной в Кустанае. Прошел до Берлина, умер в 1988 году. В этом же году одна из улиц Кустаная получила его имя. Его бронзовый бюст находится на Аллее Славы в Парке Победы.